Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 28 апреля. Это у нас с вами вторник. Мы будем смотреть на колоде пассианс. Почему? Потому что день у нас с вами обещает быть плюс-минус позитивным. Он будет идти под влиянием аркана влюбленный и аркан жрица. Влюбленный – это аркан партнерства, союзов, брака, взаимоотношений. Ну, еще второе значение у него есть – это как карта выбора. Поэтому, я думаю, это вот такие две основные темы, которые могут волновать людей в этот день. Это какой-то сложный выбор и взаимоотношения с другими людьми. Что это уже будет за взаимоотношения, нам покажет с вами пассианс. Да? То есть это будет любовь или это больше будут какие-то, может быть, там ссоры, выяснения отношений. Посмотрим на пассиансе. Первый у нас Овны. Овны, апрель месяц, вторник, 28 апреля. Меня интересуют события дня. Как пройдет этот день для Овнов, 28 апреля. Ну, вот видите, сразу свидание, приятная встреча. То есть в вашем случае союз и влюбленные проигрываются как приятная встреча. Приятное общение с кем-то. Деньги. Подарочек. Любовь. Видите, прям как у вас здесь хорошо. Карта влюбленная отыгрывается через любовь, хорошие взаимоотношения. Так, значит, смотрим. Венок нельзя. Смотрю горизонталь, вертикаль. Еще есть удача. Так, здесь нет. И здесь есть рыба и подсвечник. Получается, первое событие – свидание, либо приятная встреча, любовь, романтика, подарок, удача, день будет удачным, деньги. Но деньги – это скорее расходы, чем доходы. Надежда на что-то и скользкое дело. Может быть, надежда на то, что вы сможете избежать какой-то скользкой истории в этот день. Но иногда еще рыба – это не только скользкое дело, но и, допустим, прямое значение – рыба, морепродукты. Может быть, в этот день будете... Не знаю, там. Еще иногда, кстати, подсвечник, если выпадает вместе с сердцем, показывает романтический ужин. Может быть, допустим, романтический ужин, какая-то рыба. Ну, это так, да, это я уже придумываю. Ну, может быть, у кого-то таким образом проиграется. Поэтому у вас все события выпали хорошие, Овны, на вторник. Благодарю за внимание и переходим к Тельцам. Тельцы. 28 апреля, вторник. События дня, Тельцы. Так, смотрим, Тельцы, вторник для вас. Книга. Роза. Цветочек. Подсвечник. Так, смотрим здесь.
Домик еще есть. Получается, во вторник у вас выпадает свидание, ну или приятная встреча, если вам на свидание не с кем идти, просто приятное общение. Надежда на этот день есть, подсвечник, посещение госучреждения, книга, исполнение желания, надежда и дела, связанные с домом, домашние какие-то. Так что у вас, в принципе, очень хороший день. Госучреждение, приятная встреча, исполнение желания. Отличные события на вторник. Также, тельцы, кто родился 28 апреля, у вас весь год будет идти под влиянием аркана влюбленный и влиянием аркана жрица. Ну, это высчитывается 2 плюс 8 плюс 4 месяц плюс 2026 год. Если мы в сумме складываем, то у нас получается 24. Так как у нас такого аркана нет, то мы отнимаем 22, это количество старших арканов, получается разница, это жрица. Ну, либо суммируем 2 плюс 4 между собой. То есть и тот вариант, он, в принципе, рабочий. Поэтому, если так выпадает, да, такое число, то я считаю 2 аркана. Вот у вас будет идти год под арканом влюбленный и год под арканом жрица. Часто это год, в который у человека могут появляться отношения. Причем это могут быть разного рода отношения. Рабочие, личные, дружеские. То есть в вашу жизнь может заходить какой-то человек. Или вы с каким-то человеком становитесь близкими там, и так далее. Союз, да, с кем-то объединяетесь в какой-то союз, находите партнеров там, и так далее. Поэтому это вот год отношений. Вот так для вас будет. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. Смотрим близнецы. — 28 апреля. События дня близнецы. Угу. У вас выпадает деловая встреча. Неприятность. Рядышком. Что-то ничего не вижу. Месяц. Угу. Здесь тоже нет. Но я больше не нашла совпадений. Вижу 3 только. Это может быть какая-то важная деловая встреча, деловая, рабочая во вторник. Неприятность рядом ложится. То есть, скорее всего, что будет какая-то неприятность на этой встрече. Может быть такая вероятность. И месяц — это событие, которое имеет цикличность. Возможно, да, вот эта встреча происходит с какой-то там периодичностью. Раз в неделю, раз в месяц, раз в квартал, раз, не знаю, в полугодие. Поэтому, может быть, вам 3 события показали на одно. И видите, есть предупреждение. А так как у нас с вами выпадает аркан влюбленный, да, это всегда союзы, встречи, нам ее показали. А аркан жрица — это аркан тайн. Тайн, каких-то там, не знаю, скрытых мотивов, недоговоренностей. Поэтому, может быть, вот неприятность таким образом проиграется. Так что для вас предупреждение, близнецы, на вторник. Благодарю за внимание и переходим к ракам. Так, раки. Сейчас, секунду, попробую сделать светлее. Угу. 28 апреля, раки, события дня. Вторник. Покажите мне, как пройдет этот день у раков.
вторник, как пройдет основные события, что будет интересненького. Деньги, мешок с деньгами. Ну, мешок чаще показывает расходы, траты в этот день. Ключ нельзя. Машина, дорога. Ножницы. Угу. Сердце. Кровать. Яблоко нельзя. Цветок. Угу. Конфликт. Последним вроде так, знаете, хорошо шли. Все события были супер. И на тебе напоследок одно негативное. Ну, здесь я не вижу горизонталь, вертикаль. Получается, в этот день выпадают деньги, то есть какое-то событие будет связано с деньгами. Поездка, может быть, дорога, решение какого-то вопроса, общение с друзьями, дружеские посиделки, разговоры, исполнение желания, может быть, интимная связь, кровать, ну или кровать иногда просто там желание пораньше лечь спать, отдохнуть. И вот самым последним выпал скандал. Скандал, выяснение отношений, разборки какие-то, мечи. Да, два разных мнения, и как бы люди не уступают друг другу. И это вот прям самым-самым последним событием. Так что из минуса вот это вот одно, с кем-то можете поругаться в этот день. Поэтому такие события для вас. Но есть и много хороших. Дорога, исполнение желания, дружеское общение, решение вопросов. Очень много хороших событий. Благодарю за внимание, раки. Переходим к львам. Лев. Левушки, смотрим. Вторник, 28 апреля. События дня, львы. Вторник, 28 апреля, львы. Первое яблоко. Дерево. Корона. Два кольца. Угу. Кровать. Чашку нельзя. Здесь не вижу. Получается, в этот день могут быть слезы, но слезы могут быть радости. Тоже имейте это в виду. И еще яблоко проигрывается как соблазн, на соблазнение. Дальше общение с каким-то очень влиятельным человеком, корона. Приглашение у вас может быть в этот день, тайная встреча. И может быть интимная связь, интимные отношения. Кстати, вот кровать сегодня часто выпадает. Поэтому, вот, как я говорила, карта влюбленная — это всегда взаимоотношения с другими людьми. Ну, либо это личные, либо это рабочие. Но в вашем случае показывает, что есть и рабочие, да, общения с короной, и личные какие-то тоже есть. Ну, вот мне не нравится только, что какая-то встреча тайная.
Тем более у нас выпала же еще жрица. Ну, то есть у нас влияет на этот день аркан жрица. Жрица — это тайны. Поэтому тут либо от вас в тайне кто-то с кем-то встретится, либо вы в тайне будете, приглашение и тайна. Да, вот вас куда-то приглашают в тайне. Ну, в общем, все эти тайны рано или поздно, понимаете, становятся явью. Поэтому лучше, конечно, вот это все, этим всем не заниматься. Так что такая вот информация для вас, львы, на вторник. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Ой, к девам, господи, к весам. Дев чуть не пропустила. Так. Девы. 28 апреля. Девы. Девы, вторник, 28 апреля. Поехали, смотрим. Угу. Нерешенный вопрос есть. Корона. Может быть, видите, будет встреча с каким-то человеком, и вопрос не решится во вторник. Дорога. Еще и есть маска. Обман, предупреждение. Так. Ну, здесь не вижу. Получается, в этот день выпадает цепь, которая говорит о том, что есть какой-то вопрос, который вы планируете решать во вторник, но он не решится. Он так и останется нерешенным, будет решаться в другой день. Будет встреча с важным, влиятельным человеком, корона. Да, кто-то такой статусный, успешный. Дальше дорога может быть куда-то в этот день. И маска — обман. Будьте осторожны, да, в этот день люди могут вас обманывать, надевать на себя маски. Либо иногда это мы вынуждены надевать на себя маску, допустим, там, и прикидываться, играть какую-то роль там и так далее. Поэтому это можете быть и вы. Плюс у нас же с вами еще выпадает аркан жрица. А это аркан, да, вот, ну, тайн, чего-то скрытого. Поэтому, в принципе, в этот день это, естественно, нормально и такое может быть. Так что будьте начеку, имейте в виду. Может быть, тут, знаете, как все будет связано. Вы встречаетесь с этим человеком из-за того, что человек ведет себя, ну, в маске, да, как-то обманывает, и поэтому вопросы не решаются. Может быть, оно все будет взаимосвязано. Так что имейте в виду, кто-то может вас обманывать в этот день. Благодарю за внимание, девы. Переходим к весам. Весы. 28 апреля. Весы. События дня. Угу. Первое — флаг, события.
Ну, здесь два варианта: цыпленок, либо еще второй вариант лебедь. Я оставляю цыпленка, его первым увидела. Цветочек нельзя. Молния. Замок нельзя. Значит, проверяем горизонталь, вертикаль. Есть машина, дорога есть. Многим, кстати, дорога выпадает в этот день. Машина. Так. Здесь нет. Значит, смотрим. Получается, у вас первое событие выпадала победа. Победа, либо успех в работе, в делах в этот день. Семейная жизнь, время, проведенное с семьей, с детьми, с внуками, может быть. Какие-то новости, причем новости шокирующие. Новости, знаете, как гром среди ясного неба. Будет информация, которую вы получите. Чаще всего она бывает в электронном виде. То есть это может быть смс-ка какая-то там, в телеграм-каналах новость. И также еще будет дорога в этот день. Так что у вас, видите, в принципе, события хорошие. Дорога, победа, семейное общение и какая-то новость. Но вопрос только новость, какая она будет. Хорошая или плохая, как бы рядом ничего не выпало, непонятно. Бывает, рядом выпадает какое-то событие, и по нему понятно, что это за новость. Но тут у вас, к сожалению, не выпало, поэтому подсказочки нет. Благодарю за внимание, весы. Переходим к скорпионам. — 28 апреля. Скорпионы. События дня. Так, поехали, смотрим. Ага, есть яблоко. Вроде как чувствую, а глаза не видят. Яблоко. Цыпленок. Часы. Машина. Угу. Свиток. Ой, не так соединила. Чашечку нельзя, не сказала вам. Угу. И удача, отлично. Удача никогда не помешает. Так, есть еще конверт по вертикали. Нет, не вижу, и здесь не вижу. Значит, у вас в этот день выпадают слезы, но мы помним, да, что слезы могут быть и радости, поэтому тут я вам не скажу, что это за слезы. Дальше, ну, плохих событий нет, поэтому вряд ли это слезы прям печали и горести. Дальше идет семейная жизнь, время, проведенное в кругу семьи, с родителями, с детками, часто бывает там возня с детьми. Если дети маленькие, то часто цыпленок — это там забота о ком-то. В общем, приятная семейная жизнь. Деловая встреча также в этот день может быть. Дорога может быть. Удача. В этот день будет для вас очень удачным. Также может быть получение, например, там информации, новостей, посылки, может быть, вы что-то получите. И будильник показывает, что в этот день, во вторник, возможно, у вас как-то вот день будет распланирован по часам. Там встреча, да, потом там какие-то семейные посиделки в определенное время там и так далее. То есть, скорее всего, что день будет распланирован. И будильник вас предупреждает о том, что вы, вот эти вот время, оно может смещаться, да, там переноситься какие-то встречи, где-то вы будете не успевать. То есть, вам надо со временем быть чуть-чуть осторожнее, внимательнее в этот день. Давать себе, возможно, запасы времени, чтобы не спешить. Так что, а так в целом, видите, много хороших событий. Удача, цыпленок, дорога, встреча. Так что хорошо. Благодарю за внимание, скорпионы. Перехожу к стрельцам. Смотрим стрельцы. 28 апреля. События дня, стрельцы.
Угу. Опять это яблоко. Преследует нас сегодня яблоко. Рыба. Угу. Ножницы. Значит, сердце нельзя соединить. Весы. Угу. Машина тоже, кстати, частенько выпадала. Метла. Так, и цветочек. Цветок. Теперь смотрим. Значит, удачу нельзя. Ой, к сожалению, можно колодец соединить. Так, значит, смотрите, у вас 50 на 50. Половина не очень хорошие события, половина хорошие. Начинаем, давайте с негативных, да, начнем. Значит, слезы могут быть в этот день, но опять же, слезы могут быть и радости, поэтому это такое под вопросом. Слезы, скользкое дело, вас могут втягивать какие-то в схемы истории, поэтому будьте осторожны. Скользкие делишки, ссора, выяснение отношений, споры, метла может показывать. И рядом ложится глубокое разочарование, печаль, колодец. Это сильные, глубокие такие негативные чувства. Поэтому, видите, ссора, печаль, слезы. Скорее всего, ссора. Из-за, может быть, какого-то скользкого поведения другого человека. Дальше, значит, из хорошего. Решится какой-то вопрос у вас, связанный с работой, делами. Дорога, может быть, исполнится желание. А цветочек вообще крайне редко выпадает. Поэтому исполнится желание. И еще вы будете стоять перед каким-то сложным выбором. Весы. Будут у вас колебания, сомнения в этот день. Вот такие вот события. Ну, есть, к сожалению, видите, и предупреждение о том, что может быть с кем-то ссора. А мы помним, да, я говорила в начале видео, отношения на первый план выходят отношения. Это будет либо любовь, карты нам будут показывать, да, что отношения очень теплые, хорошие, дружеские. Либо наоборот, мы выясняем отношения. Но вот в вашем случае больше показывает выяснение отношений, чем, да, какие-то вот, чем романтику. Благодарю за внимание и переходим дальше к козерогам. Так, козероги. 28 апреля. События дня, козероги. Что у вас разлетается? В одну сторону, в другую полетело. Козероги, вторник, 28 апреля. Козерожки. Месяц. Первое событие. Месяц. Общение с друзьями. Удача. Подкова. Так, мне кажется, что тут что-то есть. Есть, да. Успех есть. Видите, вот как внутренняя чуйка есть, а глаза не видят. Внутренний глаз видит, а внешний нет. Так. Да, вижу. Замок. Угу. Встреча. Свиток. Змея. Бабочка. Ну, у вас тут и одна, и вторая карта проиграли. Сейчас расскажу. Значит, яблоко нельзя. Сейчас я посмотрю еще горизонталь, вертикаль. И расскажу, что я тут вижу. Корона еще вот есть. Угу. Похоже, вот это одно событие. Они прям 4. И так они прям читаются хорошо, вот эти.
Значит, смотрите, первым выпало событие в месяце. То есть это событие, которое повторяется каждый, допустим, там месяц. Там, в конце месяца вы там что-то делаете. Вот это может быть во вторник. В целом, сразу же удача показала, что день для вас будет удачным. Вам будет вести в этот день. Общение с друзьями, может быть, дружеские встречи. Да, поэтому вот у вас влюбленные проигрываются вот этой дружеским общением. Дальше идет успех в делах, в работе. Лавровый венок – это венок победителя. Открывается тайна. Вот опять же, у вас и второй аркан жрица тоже проигрывается, как открытием тайны. То, что было скрыто, спрятано, то, что прятала жрица, вы это увидите и узнаете. Откроется тайна. Дальше встреча деловая. У вас, видите, опять же, второй раз проигрывается аркан влюбленный через деловую встречу. И даже показываю, деловая встреча, влиятельный человек корона, ну это кто-то, кто имеет статус, положение в обществе, человек такой влиятельный, состоятельный может быть. И деловой разговор идет тут же рядом с ним. Деловая встреча, деловой разговор. Змея. Но змея может, конечно, показывать, что человек может быть достаточно таким острым на язык. Знаете, там может какие-то и замечания делать, и подколки. То есть вы должны быть к этому морально готовы. Но иногда нам змею и просто показывает человека по, допустим, там, по году рождения змея. Может быть, он связан с медициной, да, и нам его как змею показывают. Ну, вот, может быть, там высокий, худенький тоже бывает. Ну, первая мысль у меня была, честно говоря, что это именно вот такой человек с, ну, такой, знаете, скорее всего, у него в натальной карте Меркурий в Скорпионе. Вот когда Меркурий в Скорпионе, это змея, то есть это человек, который умеет уколоть, подколоть, сделать какое-то замечание. Так вот, едко вроде как типа и не обидел, но обидно. Знаете, вот это вот из этой серии. Это вот у тех, у кого Меркурий в Скорпионе, вот у них есть такая суперспособность, ну, наверное, в кавычках, да, суперспособность, потому что другим людям чаще всего обидно, да, вот то, как они общаются. Поэтому так, в общем, ну, я думаю, что пройдет успешно. Видите, выпала эта встреча, разговор, и рядом успех. Поэтому я думаю, несмотря на то, что там этот человек будет в роли змеи, я думаю, что все пройдет для вас успешно, потому что удача вам повезет. Вот такая вот информация для вас, козерожки. У вас как бы все события хорошие. Благодарю за внимание и переходим к водолеям. Двадцать 28 апреля, водолеи. События дня. Водолеи, события дня. Вторник. Змея первая выпадает. Так, есть корабль, вижу. Да, подарок есть. 2 кольца. Солнце есть. Ножницы. Так, месяц. О, цветочек. Цветок нас сегодня прям радует. Уже, не знаю, раза 4, наверное, выпадал. Нет. И есть еще победа, флаг. Хорошо. Значит, смотрите, ну в целом классный день, очень хорошие события. Ну, змея, конечно, мне тут под вопросом выпала змея. Это общение с человеком, у которого длинный острый язык. Да, тот, кто подкалывает, абьюзит там и так далее. Поэтому, но иногда это просто человек по году рождения змея. Или опять же с таким характером немножко змеиным. Но к нам он относится хорошо. То есть оно и так бывает. Так, значит, общение со змеей. Дальше исполнение желания, подарок, радость выпадает,
хорошее настроение, тайная встреча с кем-то может быть, события, которые имеют цикличность и постоянно с вами происходят, ну, есть какая-то периодичность. Решение вопроса в этот день может быть во вторник и победа. Ну, то есть вот решится вопрос и решится, скорее всего, очень позитивно для вас. Ну, победой, успехом, там, достижением, результатом и так далее. И еще ожидание. Корабль показывает, что вы чего-то будете ждать. Ну, возможно, будете ждать решения этого вопроса. Поэтому так, то есть у вас очень-очень классный день. И вопрос решится, и настроение тут, и цветочек, и желание исполнится, и подарочек, возможно, получите. То есть очень классный день, Водолей. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Остались у нас рыбки. Рыбы. 28 апреля. Рыбы. События дня. 28 апреля. Рыбы. События дня. Так, рыбки, вторник. Угу. Сердце, первое событие. Что я у вас ничего не вижу. Расческа. Домик. Так, ага. Вот нам прям тут показали целую историю здесь. Замок. О, цветочки есть. Сундук есть. Исполнение желания, связанное с доходами, может быть. И здесь нет, знаете, так разделился расклад, да, 3 хороших события и 3 не очень. Ну, здесь вот это под вопросом дом, но я думаю, что это просто мне подсказывают. Значит, смотрите, ну давайте начнем с негативного, да. Из негативного показывает, что выпадает неприятность в этот день, какая-то неприятность, и рядом ложатся события дом и тайна. Ну, то есть как бы логично, что, скорее всего, неприятность в доме, откроется какая-то тайна. Может быть, это будет как-то по-другому, да, у вас там отдельно проверяется неприятность, отдельно откроется какая-то информация, но она может быть, допустим, для вас позитивной, это тайна, на что-то хорошее узнаете. И там какое-то событие будет дома. То есть тут, понимаете, как оно может и так проиграться. Но может и, конечно, одной вот этой кучей, типа дома неприятность, узнали, да, что кто-то вас там обманывал, что-то скрывал. Дальше из хорошего выпадает дружеское общение в этот день, выпадает прибыль, финансовые поступления, доход и выпадает исполнение желания. Так что вот такие классные события тоже у вас есть. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.